Դման կուսնկոտա մխսան պարլամենտունա խաստետա մխսան պարլամենտունեմ կուսքանենատ ռազին կանենենսանան Россия Федерации столица Москвы ради уахца дхсанадаму форум. Вердам хондерцедестена парламенту анкта парламенты сардар гаситы Петр, аматтагун политика мхсан парламентуна хасаты федерал парламентун комитеты сардар куцты игр. Форум цетуабун дар дискусситы сайрак темата кацеты алварс цедзерт, ведесте дуэн фетсагаманусе дунион экономикун райраст барадун игдай сифтун канен. Хсанадамун дастинат свидар канен, националун закондатынадун базаранава канен муфтадартар. Сафадл уахцы тематикун секцитана делегацию анкта хаяд райсту алкацы работтыдар. На парламенте сардар гаситы Петр хондерцет падсахадун думая пресс-службама алавард парламентский часма. Варах интервью беседа и банасан кутая позиции хицан форсет фадл. Ваку стартмавнай хассам фатсебергундай. С вами Дума ТВ, наша студия на Международном форуме развития парламентаризма продолжает свою работу. Тут небольшая передышка, затишье, можно даже сказать, в буквальном смысле, потому что немного стало действительно потише вокруг студии. Воспользуемся моментом для того, чтобы взять интервью у Петра Гасиева, председателя парламента Южной Осетии. Петр Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. С кем из участников сегодняшнего форума вы пообщались, может быть, даже уже в первую очередь, с кем хотели бы пообщаться? У нас запланирована встреча с председателем Государственной Думы. Я не знаю, когда это будет, наверное, скорее всего, либо сегодня вечером, либо завтра. Но вот основной упор у нас подготовлены вопросы, которые бы нам хотелось совместно обсудить с Вячеславом Викторовичем. Но если не секрет, какие это вопросы в первую очередь? Речь пойдет о дальнейшем взаимодействии Государственной Думы и парламента Республики Южная Осетия. Договор о взаимодействии был подписан в 2012 году, но есть множество дополнительных соглашений, которые хотелось бы подписать, чтобы активизировать эту работу между двумя парламентами. Вопросы признания республики, они переносятся с государства на представителя, на главу парламента? Разумеется, в этом вопросе все ветви власти работают абсолютно слаженно. Я бы хотел сказать, что это дает свой результат, потому что буквально недавно Сирийская Арабская Республика признала Республику Южная Осетия. Это был, я вам скажу так, большая радость для нас. И я думаю, что большой удар по тем западным кукловодам, которые видят совершенно другой сценарий развития и российского государства, и нашего государства. Ну, так получается. Тем более, все-таки, по всей видимости, все больше стран прислушиваются к тому, что мы делаем, начинают понимать, ради чего мы это делаем, и вот идет признание за признанием. Сейчас работа идет и с другими странами. Я думаю, что в ближайшее время будет признание со стороны других стран тоже. Я не хочу просто говорить заранее со стороны. Но уже есть какие-то предварительные договоренности? Да, совершенно, да. Работа практически подходит к своему завершению. Насколько велика роль парламента в Южной Осетии на сегодня? Ну, парламент Южной Осетии создавался во времена агрессии со стороны Грузии. Парламентарии первого созыва, они работали в экстремальных условиях, под угрозой физического уничтожения. И тем не менее, парламент был создан, и он принял непосредственное, может быть, даже главное участие в образовании, собственно говоря, государственности Южной Осетии. Ну вот здесь есть и делегация Грузии в том числе, но насколько она большая, другой вопрос. Вы общались с ними, есть желание пообщаться? Нет, мы с ними не общались, и желания пообщаться пока нету, хотя бы до тех пор, пока Грузия не признает неоднократный геноцид юго-осетинского народа. И как апогей всего этого, после которого весь мир узнал о Южной Осетии, это 2008 год. Вот с тех пор ни извинения, ни признания геноцида, ни даже подписания договора о ненападении нету. До подписания этих документов я лично считаю, что диалог с Грузией бессмысленный. А как вы считаете, возможно ли решать какие-то вот такие сложные, болезненные вопросы без, пусть это будет даже не полноценный диалог, а попытки его наладить? Вы имеете в виду с Грузией? Да. Для этого существует формат женевских дискуссий, в котором в этом формате работают представители Южной Осетии, представители Грузии, представители России, международных организаций. Это их работа, и пусть они ее делают. То есть это через посредников, в первую очередь. Чего ждете от этого форума и в каких его секциях, круглых столах будете принимать участие? Я работаю во второй секции, там, где касается роль парламента в решении вопросов противодействия международному терроризму, новых каких-то угроз, которые возникают каждый день. Нам это близко, мы это проходили, мы проходили это, к сожалению, на своем
опыте испытали, и поэтому у нас есть что сказать по этому поводу. Тоже спасибо за интервью. Спасибо Следующего вам. в нашей студии. Պլենար օրրաբատրան խասկուտը դունի ալ բաստատ զակունդատա գուրգանդ կուխտարիական ջտավդունեմ խոզունես տրարղսկուտը ախամստր պոլիտիկու մոզալտան կացտա աղասկանից ըխսան պարլամենտուն ախաստա ֆիդարկանենան նա պարլամենտը սարդար գասի դեպյուտեր յախի դգայ բուզնիկ զախտա ֆորում օրգանիզատորտան əmə արֆար ակուտա յախայա դիշտայն կալսիրիս ֆադատները կոնդուջուավակ պոլիտիկուն ֆազենտա իումյակ ստաբիլուն զինատվացուդն կանենան ցտասակ զինատ խասենց վեցը ֆարստը ալվարս արձուրենան əmə սանախմա ֆալավնի մեխանիզմ տլբակուսենան ացը ֆարստը գասի դեպյուտեր я доклады Фанесакута закондата гурганта эвертзагнесан. Главными вызовами и угрозами глобального уровня, которые влияют на безопасность наших стран, остаются международный терроризм, наркотрафик, распространение ядерного оружия, а также угрозы международной информационной безопасности. Я с удовольствием предоставляю слово спикеру парламента Южной Осетии Петру Леонидовичу Гасиеву и просил бы помнить про регламент. 5 минут. Спасибо. Петр Леонидович, прошу вас. Господин Слуцкий, уважаемые парламентарии, все присутствующие, я хочу поприветствовать вас и поздравить всех нас с тем, что мы имеем возможность участвовать в этом великолепном форуме. Хочу поблагодарить всех, кто организовал это мероприятие, и в первую очередь, разумеется, его превосходительство, председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина. Я рад, что могу поделиться своими мыслями по выработке механизма противодействия современным вызовам, в том числе противодействия международному терроризму и так называемым бархатным революциям. И, разумеется, роли парламентов в этом противодействии. Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что сегодня одной из серьезных проблем, с которой сталкиваются парламентарии всех стран, является значительное увеличение в современном политическом дискурсе доли спекулятивного или негативного популизма и основанных на нем различных радикальных течений, сценариев и даже стратегий развития. Популизм с момента своего появления в XIX веке прошел долгий и сложный путь. Из простого движения американских фермеров, боровшихся за свои права, стремящихся исправлять, а не разрушать окружающие их политические и экономические реалии, популизм превратился в некую разновидность деструктивной политической деятельности. Характерными чертами этой деятельности являются утопический романтизм, иррационализм, политический примитивизм, обращенность к эмоциям и чувствам граждан, беззастенчивая манипуляция общественным сознанием, ориентация общества на облегченные, чаще всего революционные или бунтарские выходы из сложившейся ситуации, вера в необходимость одного сверхусилия, а не рациональной и системной работы. Главным результатом спекулятивного популизма является создание целой системы политических симулякров, знаков и образов, не просто оторванных от реальности, но формирующих свою собственную виртуальную действительность, никак не связанную с окружающим миром и действительностью. Во многих случаях именно симулякры популизма используются специалистами различных сетевых войн для создания, как говорят китайцы, оружия массовой дезорганизации, дезинформации, включающего в себя демонизацию политических лидеров и даже целых стран с целью подготовки процесса их замены, переформатирования или даже обнуления. Все мы являемся свидетелями того, как при помощи средств массовой информации, новейших СМИ технологий, интернета, различного рода оранжевых технологий и популизма почти во всех странах советского пространства прокатилась волна так называемых бархатных революций, как были уничтожены Югославия и Ливия, как сегодня пылают Сирия и Украина. При этом практически каждый из названных политических конфликтов начинался со всплеска популистских заявлений, информационных атак и выступлений, направленных на максимальную радикализацию общественного мнения, формирование социальной протестной массы. Именно здесь спекулятивный популизм бросает вызов основам современной демократии и парламентаризму. Народ, как единственный источник суверенитета, обманом вовлекается в создание и формирование параллельной, или, если хотите, виртуальной политической реальности, стремящейся подменить собой общество и государство. Причем, чем удачнее и полнее проходит подмена, тем катастрофичнее бывают последствия. На этот вызов современному парламентаризму необходимо искать и находить грамотный ответ.
Власть парламента это не просто законодательная власть, это производная от суверенитета народа, как источника и носителя власти. При этом сам парламентаризм является условием и процедурой институализации гражданского и общественного запроса на обеспечение безопасности и развития. Исходя из новейшего политического опыта Республики Южная Осетия, пережившей за последние 10 лет ряд серьезных политических и военных кризисов, рецепт защиты населения и государства от агрессивного, спекулятивного популизма лежит на стыке эффективной внешней и внутренней политики, этики и современных информационных технологий. Причем этику я бы все-таки поставил на первое место, потому что любой политик, а тем более депутат, везде и всегда оценивается в первую очередь по набору присущих лично ему морально-нравственных качеств. Способности не просто действовать и решать вопросы, но умению ставить себя на место избирателей, понимать их. Что касается вопроса объективности, то в контексте законодательной власти он, помимо набора понятных требований, содержит еще один немаловажный аспект. Это умение создавать и поддерживать горизонтальные коммуникативные связи как внутри государства, так и вовне. Именно живая коммуникация, разумная открытость насущных и острых вопросов является главным. И, наконец, информационные технологии. В свое время Жан Бадьяр совершенно четко подметил, что мы живем в мире, в котором много информации, но все меньше и меньше смысла. Успех телевизионной компании Russia Today и информационного агентства «Спутник» свидетельствует о том, что трансляция смыслов в перенасыщенном пустой информацией информационном поле подобна взрыву атомной бомбы. А кому, как не парламентариям с объективно присущими законодательной власти свойствами легитимизации всей политической системы, быть выразителями смыслов, в том числе и политических. Если при этом имеющиеся в национальных парламентах медийные и просветительские ресурсы будут сведены в некую единую международную информационную структуру, то эффект от подобного рода информационного взаимодействия может превысить все предполагаемые ожидания. Спасибо за внимание. Ֆորումը Կարունիստերցը դեկլարացի ծրան ֆանեսան գունդերցդստը բոկանգա կոստի իմյոք խոցակտա։ Parlamenton Komiteti Fitsagar Kastracı çisil ama astavkak amaliyəqat rayrazın kənini fədəl duəmin istəsəmazı patsaxatun proqramma. Proqramma nırmana racet xitsadır, kasfələ parlament reglamenti bindurı racet profilun komiteti önafə. Էկոնոմիկոն ռայրաստի մինիստր կոկույտը Գենադի Կուդբանեսան կուտաու մգասկա չսıl amaliyəqatun subyektil կուտաուն կրեդիտեյվտուն kənini proses fərəvzdərüzən. Qavun xazaradya qaxıl slavun kənənən prioritet ofadızdaxan təvzizdə qarmatun xazaratda. Fostardı qıttaqı məndərdə. Proqramma uvıcı dokument kətsmə xast səvzən xast kəninəktəmə yivənzinətdə. Сегодняшнее рассмотрение проекта программы в нулевом чтении, оно позволит нам сократить время прохождения документов, соответственно, сократит период рассмотрения бизнес-планов и передачи их в Сбербанк для начала уже непосредственно процедуры льготного кредитования. Принятие программы оно обусловлено самим законом о льготном кредитовании субъектов малого предпринимательства в нашей республике, и это совершенно обязательное условие. А как известно, все программы в конечном счете утверждаются парламентом республики, и поэтому мы в данном случае действуем параллельно, не нарушая в принципе никаких процедур. Էկոնոմիկոն ռայրաստի մինիստրատ դումձան ալկացի մինիստրադմա ведомства դարիաֆադыз դախանը ռայրաստուն պրոգրամմա տլկուսեն, անա ացը ինформацион базе, най պատсախады իմյոկ ռայրաստի концепциал зурен. Абсолютно с вами солидарен, что хотя бы стратегическое планирование хотя бы на 3 года должно охватывать, чтобы общество и правительство и общество в целом, они знали, в какую сторону и как мы движемся, и четкие какие-то ориентиры, согласен с вами, горизонты какие-то должны быть обозначены. И в этом есть большая проблема, в том, что вот у общества, у государства в целом нет ориентиров. В какую сторону и на какой срок, вот как мы должны двигаться, что мы должны, вот абсолютно согласен с вами, что население, отток населения у нас идет и сельская местность, и городской, это очень большая проблема. И еще раз благодарю вас, что если вот эта программа хотя бы хотя бы наполовину, если заработать, хотя бы какие-то рабочие места появятся, то есть население, эти зарплаты, эти бюджетники, это все вещи хорошие, но если не будет производства, местного производства сельскохозяйственного и переработки, то мы далеко не уедем.
Դարվատին ու նոֆայֆաստը պարլամենտը պրոֆիլուն կամիտետ стратегиоты Иналбаны санкута кайсемнай форсата повдескунд программама. На данном этапе у нас, как говорится, таких веских возражений и замечаний нет. И поэтому все-таки вкратце Геннадий Герсанович озвучил суть программы. И я бы тогда хотел предложить, в смысле, мы сегодня не голосуем, а вот чтобы правительство приняло, может у правительства у самого будут какие-то замечания, противоречия. И уже с учетом того, что будет принято на заседании правительства, мы еще раз рассмотрим на заседании комитета или в узком кругу, или в расширенном составе. И вынесем тогда на президиум парламента. Как мы знаем, этот документ является близнецом, братом для закона о льготном кредитовании. И в тот же день, когда будет утверждена эта программа на сессии парламента, закон вступит в свою законную силу, и люди наконец-то будут получать свои долгожданные кредиты. Կաուն խածրադը ֆադեջի իումյակ պերեպիս սարազենը զակոնը պրոյեկտ վտը կամիտետը ռադուն ֆարստա։ Բնացը բծակ ֆարստանյոտ ուդուն իումյակ բակոստրացեդստը պրեզիդենտը ադմինիստրացիյամա պարլամենտը յուրդիկուն խայատտե։ Ու մագասկա զակոնը պրոյեկտ ցատտա ու պրեզիդիումը ռախասինմը։ Цемиди соммазаланы зунав дисенсисты парламенте депутаттавалы троза мацуците игр. Севалатырав доандун золотой ключик боцаттакуттар авагдун мазал. Амзав гата заржата кафтета баттар аив марасу. Цепар азразман нерма харшчисыл сабитай карбакуттуй. Видегеме агов зал адерске чинема хатсет удун нерцасте варан систеса цатта зинадайт. Ռազայ ացսվալատտամն կալմակասը սկոլա, սարդստը նուկ խալարտան բալտաֆալա, բալձինալ դվծագն կարանտացը ռավդոան դունը բազըտույն, ուիսն ուզան իուլ կարմդար, ընկարտվալա աուդգացաստն գասուդ ռավդոան դունը կոմը գանջտան, ալկացը սաբի դարսն ուխի կաբուլավ վաղս. Сегодня такой торжественный, волнующий для всех, и для мам, и для детей, и для нас праздник. Я хочу поздравить вас с первой ступенью образования. Я желаю вам, дорогие мои, здоровья, долгих лет жизни, чтобы вы жили долго и чтобы с каждым годом приобретали опыт и мудрость. Уалت روزای آخرگان جفلتر زینادای زون سوالون بینون تمرافدوان دونت قوملاد راخسه و من کیوستر نسانیک سکولای آخرگان گیدر خور زرده رافگی مس خالار کوتا سوالتن رسوبت فندیکته. Когда мы видим вот это поколение, все время говорим, что разве у нас плохо живется? Какая красота, какие дети, такие таланты. Уже в детских садах выявляется, вот я просто зритель и уже вижу, какие дети. Ребята, большое вам спасибо. Спасибо потому, что вы такие молодцы, и вы есть у нас в Южной Осетии. Никогда, где бы вы ни были, куда бы вас ни забросила жизнь, вот вы пойдете в первый класс, потом еще будете учиться, потом еще, никогда не забывайте, что вас всегда ждет здесь, ваша родная земля. Ждут вас на родине, потому что здесь вас любят все, кто вас окружает. Большое спасибо коллективу, какие вы молодцы. Посмотрите, ведь все-таки довести детей вот до такого состояния, чтобы они были такие и русскоязычные, это немало. Поэтому я сама преподаю русский, мне очень было приятно вас слышать. Спасибо, мои дорогие родители, ваш труд не зря. Это продукт как детского сада и, естественно, дома. Вы должны знать, что домашнее воспитание – это прежде всего. То, что дома ребенок видит, он делает и в детском садике, и в школе тоже. Поэтому низкий поклон вам. Спасибо большое. Большое материнское спасибо. Спасибо.
Սոբիտը ռոցը դստսա ծարդը ֆիցոկի տոպլ, բոֆանցնա ցամայ սամրոզայցը ստրկապ խանտան կալմակասը, վդունսն իմիձոգու ընդստը ամասկվղցինատտay։